Сегодня вводится карантин еще в одном населенном пункте. Информация о заболевших COVID-19 в республике. Из Сеула вернулись жители Дальнего Востока. 130 россиянам предстоит двухнедельный карантин в Приморье. Пандемия и спорт. В стране приостановлены и перенесены до лучших времен более 1000 соревнований. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Страны ОПЕК+ на экстренном заседании согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 миллионов баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 миллионов баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тысяч баррелей. Об этом агентству ТАСС сообщили два источника, участвовавшие в переговорах. Затем эту информацию подтвердили ряд министров ОПЕК в соцсетях. Мексика в мае-июне должна снизить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Остальные 300 тысяч баррелей вместо Мексики пообещали сократить США. Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 миллиона баррелей, каждая с уровня 11 миллионов баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу на 23% от уровня октября 2018 года. В Ленском районе официально подтвержден новый случай коронавируса. Об этом глава Якутии Айсан Николаев заявил. Анализы выявили заболевание у женщины, супруг которой заразился ранее. Семейная пара прибыла из-за рубежа через Якутск и находилась на самоизоляции. На сегодня в Якутии 10 больных коронавирусом, 5 в Алдане, 3 в Якутске и 2 в Ленске. Вместе с тем, вот сегодня утром, буквально сейчас поступила информация, у нас есть два предварительно положительных результата. Один из них у жителя Горного Улуса, второй у жителя города Якутска. В первом случае семейная пара находилась на лечении в Санкт-Петербурге и прибыла на прошлой неделе к себе на родину, но постоянно находилась она в режиме самоизоляции. И полученные анализы сегодня нам еще до конца дня будут окончательно подтверждены Роспотребнадзором, но пока предварительно положительные. Анализы у мужчины по берегостях имеются. По городу Якутску тоже до конца вечера проверочные работы будут завершены. Тоже с высокой вероятностью доли. Есть в случае подтверждения коронавирусной инфекции. Здесь пока окончательный источник мы называть не можем. Вместе с тем родственники данного мужчины на прошлой неделе вернулись с учебы из Москвы. Глава региона отметил важность режима самоизоляции на примере Алдана. Его несоблюдение привело к объявлению карантина в городе. В поселке Ленинский также вводится режим карантина. В район переброшены дополнительные силы. Хочу сказать, что режим карантина у нас полностью введен по городу Алдану. Он уже соблюдается. Туда переброшены дополнительные силы и медиков, и представителей МВД. Сегодня туда выдвигается также определенная группировка Росгвардии для обеспечения соблюдения режимов карантина. Режим карантина, конечно же, гораздо более жесткий, чем тот режим самоизоляции, который ранее был предписан. Также мною подписано решение о введении такого же режима карантина для поселка Ленинский, но это практически пригород Алдана, они соединены транспортной схемой, и по просьбе главы Алданского района такой режим по этому пригороду тоже введен. О состоянии пациентов Алданского района рассказывает главврач Центральной районной больницы Дмитрий Сергин. По состоянию на 13 апреля текущего года в инфекционном отделении Алданской Центральной районной больницы находится 5 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 6 пациентов находятся с подозрением на коронавирусную инфекцию. Данная категория пациентов получает всю необходимую терапию. Буквально вчера к нам прибыли специалисты с города Якутска для оказания организационно-методической помощи для наших специалистов. В том числе консультируют в части назначения лечения. Также хочу сказать о том, что в ближайшее время к нам поступят дополнительные средства индивидуальной защиты. Это костюмы и маски. Также к нам поступило 5 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас проводятся пусконаладочные работы.
Напомню, на 49-летнего мужчину, который нарушил режим самоизоляции в Алдане, возбуждено уголовное дело. Напомню, что он нарушил предписание, не выдержал 14-дневного срока нахождения дома, вышел в место массового скопления людей на местный рынок. Нарушителю вменяют вину по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания». Она предусматривает штраф в размере до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет. Предварительно установлено, что мужчина посещал общественные места города Алдан и контактировал с достаточно широким кругом граждан. На данном этапе удалось их установить и изолировать в обсерватор. Сам подозреваемый находится на лечении в инфекционном отделении Алданской центральной районной больницы. В целом, по оперативным данным, по Якутии 23 случая заболевания, 13 выздоровевших, случаев летального исхода нет. Тестов проведено 9209. Алроса передала почти 7 тысяч тестов новой системы тестирования COVID-19 изотерм SARS-CoV-2 РНК «Скрин». В лаборатории Якутска и Мирного тесты российского производства, их действие основано на диагностике полимеразной цепной реакции. Преимуществом системы является то, что она готова к применению в стандартных ПЦР-лабораториях и не требует дополнительного оборудования. Кроме того, использование нового метода более чем в 3 раза сокращает время ожидания пациентами получения результатов анализа и снижает риск получения ошибочных результатов. В частности, пациент получает результат анализа уже через час, с учетом того, что предварительная обработка образцов занимает 35 минут, а время исследования 25 минут. Самолет из Сеула приземлился в воскресенье в аэропорту Владивостока. На борту 130 жителей регионов Сибири и Дальнего Востока, которым предстоит пройти 2-недельный карантин в Приморье. Иногородние смогут воспользоваться обсерваторами, местные жители смогут пройти его в своем доме или также воспользоваться обсерватором. Людей доставляют в спецавтобусы. Минтранс и Росавиация накануне заявили о том, что россиян, которые не смогли вернуться домой из Сеула из-за закрытия границ, вывезет авиакомпания «Аврора». Были запланированы рейсы из Хабаровска и Владивостока и обратно. В общей сложности планировалось вывезти около 250 человек, среди которых жители Хабаровского края, Приморья, Бурятии, Якутии и других регионов Дальнего Востока. Летели отовсюду, у нас из Канады ребята были, кто с Америки, с учебы летел. Это был не чартерный рейс, это был, как сказать, регулярный рейс. У всех были куплены билеты. А улететь вы когда должны были? Туда. У вас обратный билет. 31 марта. На 31 марта? Да, нам не меняли билеты. Говорили, что мест нет, первое. А второе, говорили, что до 5 апреля всех будут вывозить. Пандемия коронавируса поставила под удар и российский спорт. По информации министра спорта России Олега Матыцына, в стране приостановлены и перенесены до лучших времен более 1000 соревнований, из которых 31 международного уровня. Пандемия также нанесла урон и массовому спорту, закрыты физкультурные секции и учебно-тренировочные базы. Подробности у Айсены Бурнашовой. Когда квартира стала спортплощадкой. Выпускнице якутской ДЮСШ, тренеру одной из петербургских школ по вольной борьбе, такое и не снилось. Борцовский ковер теперь заменил ламинат, а захваты и прогибы перешли в виртуальный режим. Своих учеников Лина Мыреева теперь обучает только по видеосвязи. По-другому в условиях самоизоляции никак, признается тренер. Нету стопроцентного понимания, насколько выложился человек. Тут уже больше, на доверии работа. И, конечно, борьба у нас контактный вид спорта. В любом случае ты один ничего не сможешь сделать. Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в жизнь каждого спортсмена, особенно тех, кто так усердно готовился к Токио. В режиме самоизоляции продолжает свои тренировки и член паралимпийской сборной Анастасия Диадорова. Теперь у девушки кардио только на велотренажере, а эспандеры для работы с собственным весом. И, в принципе, тренировки проходят в том же режиме, только, соответственно, без тренировок на воде. Если не считать того, что я лежу в ванной, потому что очень скучаю по бассейну. Немного выбивает почву из-под ног и то, что Паралимпиада, как и многие другие международные события, была перенесена на 2021 год. А значит, есть вероятность обнуления уже пройденных отборочных соревнований. Но Анастасия, как настоящий чемпион, не падает духом. Надеюсь, что и квалификационные соревнования сохранят свой результат. То есть нам не надо будет заново в следующем году отбираться
И если все сложится удачно, то да, мы в сборной. И если в следующем году будет какой-то новый отбор, новые какие-то правила и критерии, возможно, придется заново отбираться. Российский большой спорт плавно перетек в интернет. Не теряют оптимизма и представители массового спорта, которые активно выкладывают свои достижения в соцсети. Кто-то продолжает забеги и даже находясь в 4 стенах пробегает целые полумарафоны, а кто-то от скуки лезет прямо на стол. Но, пожалуй, особое место заняла акция «Тренируйся дома. Спорт. Норма жизни», запущенная Министерством спорта России. Спортивный флешмоб объединил всех – и олимпийских чемпионов, и рядовых любителей спорта. Главная цель акции – показать, что даже находясь на самоизоляции, можно и нужно вести активный образ жизни. И для этого не обязательно иметь специальный инвентарь. Подойдут и вполне подручные средства. Проявить солидарность и поддержать российский спорт во время самоизоляции может абсолютно каждый. Выложить контент с хэштегом «Тренируйся дома» – все, что требуется для участия. Главное – не стоять на месте, ведь движение – это жизнь. Десятки тысяч роликов, гимнасты, фехтовальщики, пловцы. Все можно сделать, было бы желание. Поэтому давайте вот в таком же настроении позитивном продолжать оставаться, работать, и обязательно все будет хорошо у нас. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Санкт-Петербург, Москва. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.